Уйгуры, проживающие в Турции, предупреждают, что Китай пытается оказать давление на турецкие власти и добивается их выдворения в Таджикистан, откуда их с легкостью могут депортировать в Китай. После появления информации о Зинетгуль Турсун и ее двоих детях, высланных в Таджикистан, которых передали Китаю, среди уйгуров увеличилась обеспокоенность данной ситуацией. Один за одним стала поступать противоречивая информация. Главное управление иммиграционной полиции опровергло информацию о депортации Зинетгуль и отметило, что несмотря на то, что ей было отказано в выдаче постоянного вида на жительство, она свободно находилась и проживала на территории Турции. Ранее глава Национального собрания Восточного Туркестана Сеид Тумтюрк в интервью информационному агентству Евроньюз заявил, что 30-летняя Зинетгуль была депортирована в Таджикистан 27 июня, после чего ее выдворили в Китай. Тумтюрк отметил, что Зинетгуль находится в заключении, а ее двоих детей передали бабушке. Коммунистический режим Китая, ведущий борьбу против ислама и уничтожающий культуру народа Восточного Туркестана, взялся за религиозные и культурные ценности дунганей. Биттер Винтер сообщила, что на проспекте и площади Хуминь, в поселке Донгуан, расположенном в городе Вэйнан в провинции Гянсу, где в основном проживают дунгани, произошли значительные изменения. В октябре прошлого года были снесены здания, построенные в исламском стиле. На месте снесенных зданий были выстроены пагоды и сооружения в китайском стиле. Правительство также приказало убрать монумент с арабской надписью, установленный в центре площади. На основе нового регламента администрация США прекратит поддержку и выдачу вида на жительство для иммигрантов. В письменном заявлении Белого дома указывается, что будет введен новый регламент по защите налогоплательщиков и социальных пособий для нуждающихся американцев. По сравнению с прошлым годом, в первой половине 2018 года объем слияний и покупок китайских фирм в Европе снизился до 84%, что составило 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Аудиторская и консалтинговая компания A опубликовала подробный отчет о слиянии и приобретении китайских фирм, базирующихся в Европе за первое полугодие 2019 года. Согласно отчету, общий объем финансовых операций китайских компаний по сравнению с прошлым годом снизился на 28%. Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили, что организовали артиллерийские обстрелы по территории провинции Джазан. Финансируемое Ираном телевидение Аль-Масира, ссылаясь на военные источники, сообщило, что в ходе обстрелов пограничного поста Тувал была уничтожена одна военная машина, в которой находились саудовские военные. Несмотря на то, что имеются сообщения о погибших и раненых, власти Саудовской Аравии продолжают хранить молчание.